Вчера готовил снасти, изготовил вот такую удочку, вот с таким вот небольшим крючком. Будем сегодня ловить рыбку. Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас я нахожусь в Сасклахе. Это Анабарский улус. Ну вот, друзья, вот такой замечательный день. Прилетел я буквально пару часов тому назад и сразу пошел смотреть на реку. Если лед встал, то надо, чтобы он теперь окреп. И чтобы человек мог уже ходить по льду. Но, друзья, я нынче в таком костюме поплавке от ХСН. Это новинка у них. Вот. Каждый год я надеваю на первый лед костюм поплывок. Очень хорошие костюмы, качество хорошее. С каждым годом оно улучшается, друзья. Спасибо огромной компании ХСН, что уделяете мне внимание и одеваете. Благодаря вам как бы мне тепло и безопасно. Вот самое главное. Вот мы и приехали. Эта речка называется Гаврюша. С Алексеем приехали вот так вот. Друзья, ну так как лед обваливается, вода падает. И поэтому обвалившийся лед сразу притапливает вдоль берега, видите? А по центру лед лежал. Как лежал, так и лежит. Плюс сегодня еще тепло. Днем обещают 0 градусов, даже +1. Но вечером опять будет холодать. Вот, посмотрите. Вон там мы вчера бросали камни, вот они лежат. Видите, вот. И я вон там заходил, дырку пробивал, вот пробовал. Вот здесь можно потихоньку пройти на этот лед, и вот здесь вот уже можно рыбачить, потому что он уже толстый, на самом деле. Но мы особо рисковать не будем. Вечером, как минус наступит, я попробую там посидеть немножко, может что поймаем, какую-нибудь мелочевочку. Вот. Да к тому же у нас нету наживки на лима, получается. То есть мне по-любому надо поймать какую-то мелкую рыбешку, чтобы потом ее использовать в качестве наживки. Все. С Алексеем поставили палатку. Затопили печку. Вот. Алексей уже уехал. Друзья, палатка Polar Beard. Это еще из первых моделей. 4 Long. Пользуюсь ей уже много лет. Вот. Раньше я ей пользовался в Жиганске. Сейчас я ее перевез в Сасклах. То есть, ну, несколько лет тому назад я ее перевез. И до сих пор продолжаю ей пользоваться. Печка тоже пашихонка. Вот. Ну, после обеда уже пойдем пробовать. Сейчас давайте что-нибудь приготовим, поедим и покормим, конечно же, задобрим духов и погнали. Так. Под вечер уже распогодилось. Вечером, ночью будет прохладно. Вот, взял 2 удочки, чертик и мормышку и камеру подводную. Рисковать не буду. Сейчас попробуем попасть на ту сторону. Кстати, там уже кто-то пробежал, какой-то зверек, пока я сидел в палатке и ел. Вот. Сейчас возьмем топор, аккуратно пройдем туда и попробуем проникнуть на лед. Шуга вот уже погуще стала. Шуга.
Так, сейчас пойду схожу за ящиком, потому что я хочу пройти вон туда пройти и там сесть уже. Ну все, друзья, думаю, на сегодня хватит. Вот такой туман прям поднялся, с реки резко подняло. Ну прям почувствовалось, похолодало. Как только солнце зашло, все, сразу поднялся туман. Ух, холодно стало. Пойдемте в палатку. А завтра прям с ранья начнем рыбалку. Итак, друзья, доброе утро. Ну как доброе утро? Добрый день. Вчера готовил снасти, изготовил вот такую удочку. Вот с таким вот небольшим крючком и вот такой вот плетеным шнуром. Будем сегодня ловить рыбку. Вот. Тест 20 килограммов. Заявленные уплетенки. Вот такую вот прошлогоднюю, но палочку поменял. Обычный спиннинг получается, просто я его маленько укоротил. И вот такие колотушечки изготовил. Ну и крючочек тоже, как видите, не сиротский. Все, сейчас пью кофе и идем сразу. На обед сегодня гречка. Так, ну вот сегодня 6-5 градусов днем. Ой. Все достаточно уже прохладно. Давайте традиционно берем наш топор, инструмент для прорубки льда, и выдвинемся. Сегодня уже чуть поувереннее пройдем. Давайте, можно и поглубже пройти, подальше. Так, ну вчера я сидел, пытался поймать какую-нибудь рыбку, чтобы использовать в качестве наживки. Сегодня дальше продолжим. А вдруг что-нибудь хорошее поймаем. Я вчера сделал обычную поплавочную, ну не как поплавочную, а простые крючки поставил, без всякой там мормышки и так далее. Грузик, дробина и 2 крючка. Сейчас попробуем что-нибудь на нее поймать. Так, ну в общем, получается, песок идет вот так вот, он как-то идет. Ну, вот как раз таки пришли по этому гребню, вот как бы. И вот здесь вот получается ямина, вот здесь вот ямина. И вон там вот ямина сразу начинается вот. И вот здесь вот песок заканчивается. Вот этот бугорок вот этот. И тут начинается свал. Ну давайте тут попробуем, посидим маленько. Если что, потом еще попробуем чуть-чуть прям вот передвинуться туда вот. Но я далеко не пойду, потому что вот свежие вон там уже тонкий лед. Пускай он сегодня прихватится. Еще сегодня ночь, и все, уже можно будет ходить. Даже вот сюда можно будет заходить, я думаю. Два парища.
горюшка, друзья. Вот таких вот классных, просто обалденные горюшки. Я вам сейчас покажу. Оба подплыли, обоих взял. Два прям подлетело так резко. Сидел, играл. Ну вот, друзья, два вот таких вот хариуза. Небольшие, мелочь, но приятно. В общем, вот. Попалась. Значит, наживка на вечер у нас уже на налима есть. Давайте продолжать дальше ловить. Так что, друзья, инновации это не всегда плохо. Инновации иногда это хорошо. Вот, благодаря вот этой камере я, собственно, и углядел, что там подплыли хорюски, которых мы с вами и поймали. Сейчас еще раз попробую. Опа! Окушочек. Окунь тоже хорошо, друзья. Хоть и маленький, но окунь. Пойдет. Кстати, его даже на жерличку можно заряжать. Еще один там плавает. Сейчас возьмем второго. Да. Крючок зацепился. О, второго взяли. Вот такие окуня хорошие. Я считаю, что это хорошие окуня. Как раз таки жерличные. У меня как раз таки две жерлички там есть. Их и поставим. Так, у меня тут две жерлицы вот такого типа. Вот. У меня еще они с детьми остались. Это получается, что давайте здесь сюда рыбу положим. Вот пусть в сумке лежит. Так, это у меня получается. Я на гольца ездил и пытался ставить вот такие, ну так скажем, приманки, чтобы голец на них среагировал. Но, по-моему, там еще такие, я не пойму. Поэтому сейчас мы зарядим эти жерлицы здесь. Думаю, здесь будет работать. Так, окуня у нас два, жерлиц тоже две. Одну хочу поставить здесь, попробовать. Здесь вот мелко как бы и глубоко с другой стороны тоже. И вторую, наверное, там попробую поставить. Кстати, вон там уже люди пришли, стоят на льду, на краю льда, очень опасно. Ну вот, зарядил две жерлицы, вот, вот. Ну вот, друзья, пока сидел, обедал, решил выглянуть, посмотреть. Кто видит? Флажок. Флажок горит.
Сейчас пойдем проверять. Идем проверять нашу жерлицу. Надеюсь, что это не холостая сработка. Вторую жерлицу вообще положила. Да просто, скорее всего, они рядом стоят друг с другом. И друг друга она это закрутила вокруг. Рыба закрутила вторую тоже. Ну, надеюсь, что это не так. Пойдемте быстрее. Вымотала, елки-палки. Сожрала моего этого живца. А это прям лежит. Прям дергается. Так, у нас тут чуть-чуть маловатая. Есть рыба. Рыба есть, друзья. Я просто поменьше делал. Лунку не стал большой делать. Налимчик. Ну вот, друзья, первый налим, которого мне удалось поймать. Здесь со Скулахи, а на реке Анабар. Сегодня 7 число. Вот, 7 октября. Вот, и мы поймали налима. Так, теперь, друзья, мы извлекем из него нашего окуня, который, по всей видимости, уже кони двинул в пасти у налима. И сюда. Живой нет. Крючок, короче, там зацепился у него в пасти. Так, придется скрывать его. И скрывать мы его все равно будем. Во-первых, нам нужно забрать у него печень, забрать внутренности, потому что мы сейчас будем стукать стукалкой на налима. Сегодня вечером будем. Короче, вся рыбалка у нас посвящена налимам. О, да-да, Макса. Печеночка. Печеночку мы аккуратно отделяем. Деликатесик, ребята. Ух, какой. Вот. Аккуратно отделяем печенку. Максу. Вот. Такая вот Макса. Теперь нам нужно забрать у нашего налима все внутренности. Плюс нашего окуня освободить как-то. Вот у него желудок. Желудок надо егошний забрать. Главным образом. Там в желудке наш окунь. Вот крючки, видите, вот. Воткнулись. Вот они.
крючки. Давайте крючки вытащим из налима. Вот так. Раз, а потом здесь отстегиваем. И отсюда вытягиваем. О! Окунь вылез. Его, кстати, можно второй раз зарядить. Сейчас второй раз зарядим. Вот так вот. Как глотает. Так, ко мне приехал Михаил со своим сыном. По всей видимости, они рыбачат. Не хаптарды. Ага. И так. О, бар. Сиғымды. Қабу сиғ ауында. А, сиғ болғанды. Вот такие. Так? А, хылғардадың дені өпітті. Ну вот, Алексей прислал мне сало из поселка, через Михаила передал, чтобы я ловил на налима. Но я думаю, что уже все, я налим поймал. Это коллега, там был. Благодарим Хевин, да? Ах, вот батон уже. Так, ребята пришли рыбачить тут, давайте посмотрим. Снасти. Вот такие у них снасти, вот так, смотрите. Конкретно веревка. И просто вот такой крюк мощный. Это ручка от ведра, да? Это... Даже... Вот, смотрите, видите, вот этот привязал. Будто гусь? Бедра. Бедра тут, да? Угу. Ручка от ведра и, говорит, привязал потроха. Потроха какой рыбы там? Муксу. Потроха муксуна, друзья. Вот, ребят сейчас будут стучать. Вот здесь вот пробовать везде. А мы посмотрим, будет ли у них ловиться на стук или нет. Оказывается, там ребята поймали 3 налимов, которые вон там стоят. Целых 3 штуки. Ну, один парень поймал тут. Топор возьми. Ол туха таридет. Илим вот патты. Или в гитар берегка. Берегка. А. Ага. Как? Оха! Красавчик! Смотри, как красавчик, а? Катяра, расскажи-ка, как тебя зовут-то? Да, когда Мичель? Мичель? Ага. Ага. Ничего себе. Здорового поймал, да? Или это маленький? Маленький. Маленький еще, да? Ага. А, ничего себе. Ну-ка, большого поймай-ка. Смотрите, друзья, этот уже темный, видите? Этот уже другой совсем расцветка. Что делать? Налима будешь? Кушать будешь, да? Угу. Котлета будет делать. Котлеты, да? Да. А-а-а. Ну вот, друзья, видите, как местные рыбаки на душку от ведра ловят налимов. Опа! Есть стежок, хороший стежок. Опа. Вот такой стежочек. Ну вот, друзья, вот такой вот сик попался. Небольшой, конечно. Но все же это сик, как бы. Вот. Ценный вид рыбы.
Так, сейчас мы решили попить маленький чаю. И эту рыбу я спрячу здесь. Вот так вот. Пусть замерзает. Так, я там маленько сувенирчиков привез. Сейчас Михаилу пока здесь вот с сыном отдам. Так, друзья, сейчас небольшой сувенир, который я привез Михаилу из города Якутска. Короче, я каждый год делаю календарь рыболовный. В прошлом году В прошлом году я ему, оказывается, подарил календарь. И в этом году тоже я тебе дарю вот такой календарь. Держи. Вот от моих друзей компании ФЦН вот такую кепку. На, держи, рыбак. Спасибо. Mana bahasa kandik yang tutar berarti baru. Ханнык болыктар, ханныкка калалар. Бу манна бу урулар дербо. Бу квадратиктер кинене. Бу түкөнүктөр болалар. Слабый кидал. Хороший. Ну вот, так что так вот, друзья. Напоминаю, календари на сайте клёвая-рыбалка.рф. Если закажете, отправляю вам с подписью в любую точку России.